Студия Романа Пестерева представляет. Совсем недавно на базе Малой академии наук села Чапаева Хангаласского улуса завершилась 9-я республиканская игра «Министр, молодежь, инновационно-стратегический ресурс развития республики», на котором в этом году собрались 112 участников, 7 команд. В одной команде работали представители разных сфер и отраслей. Это предприниматели, молодые специалисты, ученые, инженеры, лидеры общественных организаций, а также студенты и школьники. В течение 3 дней все команды решали задания по разным отраслям, как социально-экономического, так и стратегического развития республики. Помимо этого, параллельно шли практикумы с психологами, семинар-практикумы по проектному управлению, консультации профессионалов и экспертов. У деловой игры 2 основные цели. Первая основная цель – это отбор молодых, творческих, креативных ребят для включения в резерв управленческих кадров республики. И вторая цель – это предоставление возможностей для творческого мышления молодежи, для реализации, подготовки, выработки инновационных проектов. Игра нам дала новые мысли. В следующем году состоится 10-я юбилейная игра. И я думаю, что качественный подбор, проведение игры, конечно же, именно проведение юбилейной игры скажется. Поэтому мы готовы дальше развивать. Игра предлагает нам новые хорошие проекты, раскрывает новые молодые имена, новые креативные кадры для отраслей экономики. Поэтому мы в целом удовлетворены и надеемся, что эта игра пошла на пользу всем нашим министерствам, ведомствам и отраслям экономики. Однозначно интереснее в качестве участника, но и в то же время сложнее, потому что очень короткое время, за которое нужно подготовить качественный проект. А в целом обалденная школа, школа работы в коллективе, школа обретения хороших друзей и знакомых, школа подготовки качественных проектов за очень короткий временной период. В этом году игра отличилась серьезными проектами в области производства и промышленности, в которых детально были учтены территориально-зональные особенности районов. Также были подсчитаны доходно-расходные части, прибыль, преимущества и возможные риски. Все проекты рассчитаны под ключ. Я за вами предупреждаю, вы наше будущее, и трудности будут много. Это я сразу гарантирую, но при этом вы должны развивать себе дорогу. Своим трудом, своим знанием. Свои способности и свои знания использовать в практике. Эксперты оценивали работу по основным критериям. Это правильное видение проблемы и их решение, базирование на научные исследования и применение инновационного подхода. По итогам 1-е место заняла команда «Зеленых» с проектом организации производства водорода на ГЭС. 2-е место получила команда «Синих», которая представила проект «Сапопрель Эко». Идеей данного проекта является переоборудование двигателей сельскохозяйственной техники в заречной группе улусов. 3-ку лидеров замкнула команда «Фиолетовых» с проектом краудфандинговой площадки «Сделано в Якутии» для привлечения средств на реализацию творческих, научных и производственных инициатив. Мы представляли проект «Агропромышленный комплекс» в заречной группе улусов, который состоит из нескольких составляющих, то есть это и переработка газа, и непосредственно агропромышленное направление. Для нас это было тоже большой такой работой над собой, над самим собой и над умением вовлечься в коллектив и стать его полноценной частью, но в то же время не притесняя, так сказать, не притесняя лидера, потому что его присутствие обязательно и его авторитет не должен подвергаться сомнению, иначе это вызывает такой развал в команде. Деловая игра «Министр» проводится с 2009 года по инициативе Егора Борисова. За 8 лет в игре приняли участие свыше 800 человек. 170 участников получили назначение на руководящие должности. Было создано молодежное правительство Республики Саха-Якутия. В 2016 году молодежный кадровый резерв, появилось общественное движение «Лига лидеров». Деловая игра «Министр» – это отличный шанс проявить себя, показать свои возможности и таланты.